До 400 тысяч рублей может составить штраф юрлицу за нарушение особого противопожарного режима и физлицу от 2 до 4 тысяч рублей. Это одна из мер, которая должна повысить безопасность на время особого противопожарного режима. Обсудим обстановку прямо сейчас в программе «Интервью». Сегодня вместе с нами Рустам Исламов, государственный инспектор Республики Башкортостан по пожарному надзору. Рустам Фларидович, здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот такие двойные штрафы на время особого противопожарного режима, почему приняты, работают ли они и что еще предполагает вот этот режим? Ну, в первую очередь я бы хотел обозначить, что на сегодняшний день у нас в республике обстановка с пожарами складывается довольно-таки сложным образом. Сегодня у нас зарегистрировано 3067 пожаров. Это на 356 случаев, больше, чем за аналогичный период прошлого года. При пожарах, к сожалению, у нас погибло 104 человека. Также мы наблюдаем по данному показателю рост. У нас данный рост составляет на 19 человек. И из них мы, к сожалению, потеряли 6 детей. По данному случаю у нас также зарегистрирован рост количества погибших детей на 1 случай. С чем связан рост? Рост связан с тем, что довольно-таки у нас ранним образом наступила ранняя весна, как вы все увидели, что было очень довольно-таки жаркие дни такие стояли на территории республики. В связи с этим у нас увеличилось количество, так скажем, горения сухой травянистой растительности. Население стало активно пользоваться и применять открытый огонь. Это у себя в садах, на дачных участках, на территориях своих земель. В связи с этим главным управлением были предприняты такие меры, как введение особо противопожарного режима на территории Республики Башкортостан. Данный режим у нас утвержден распоряжением главы Республики Башкортостан. Он действует с 17 апреля до особого распоряжения. В условиях действия особо противопожарного режима, как уже обозначили, у нас предусмотрены такие штрафные санкции, они увеличены в двукратном размере. На граждан данные штрафы составляют от 2 до 4 тысяч, на должностных лиц от 15 до 30, на юридических, как вы сказали уже, от 200 до 400 тысяч. То есть цифры довольно-таки огромные, и это за нарушение требований пожарной безопасности. Я еще раз хочу это подчеркнуть. В условиях действия особо противопожарного режима предусматривается комплекс мероприятий, направленный на недопущение пожаров. Это принимаются такие меры, как ограничительное посещение лесов, полный запрет на сжигание мусора, применение открытого огня и все те действия, которые могут повлечь, в которых граждане могут пострадать от последствий пожаров. Скажите, пожалуйста, планируются ли рейды, да, и вот впереди майские выходные длинные, какие меры будут приняты здесь для повышения безопасности? В первую очередь, в условиях действия режима, вот опять же уже обозначусь, у нас на территории республики рейды будут запланированы в ежедневном режиме. Будут работать патрульно-маневренные группы, это в населенных пунктах, которые также будут следить за соблюдением требований пожарной безопасности. Так называемые, у нас в районах созданы административные комиссии. Они будут осуществлять рейды. И хочу также обратить внимание, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях только Республики Башкортостан, у них предусмотрены также меры ответственности, где они могут применять штрафные санкции в отношении граждан, которые будут нарушать требования пожарной безопасности. Это сжигание мусора, затем там также предусмотрена статья, как благоустройство населенных пунктов. То есть, если где-то будет скопление мусора, свалки какие-то несанкционированные будут организованы, административные комиссии тоже на это будут реагировать. Угу. Расскажите, пожалуйста, по поводу пожарных извещателей. Если не ошибаюсь, порядка 70-80% пожаров происходит в частном секторе, в селах. Да? Вот здесь как вы оцениваете эффективность пожарных извещателей? Да, у нас на территории республики более 80% это пожаров происходит на жилой фонд. И как одно из действенных мер, направленных на предупреждение пожаров,
на недополучениях. Это является республиканская программа, которая у нас действует с 2016 года. Это пожарные извещатели. Данные пожарные извещатели на сегодняшний день показали уже свою эффективность. На сегодняшний день, благодаря их срабатыванию, то есть своевременной сработке, у нас спасено более 500 человек, из них более 210 детей. То есть своевременная сработка позволила людям своевременно эвакуироваться из жилища, а в некоторых случаях и минимизировать материальный ущерб. То есть на стадии возгорания люди смогли самостоятельно потушить на начальной стадии очаг пожара. То есть не зря же говорится, любой пожар начинающий можно потушить стаканом воды. Вот. И эти извещатели как раз именно работают на данную тематику. Вы уже отметили, что очень много пострадавших и погибших детей в пожарах в этом году в Башкортостане. Что чаще всего становилось причинами трагедий? Причинами трагедии, в первую очередь обозначу то, что детей взрослые оставляют без присмотра. То есть оставляют одних в жилище и сами покидают, кто на работе, кто в магазинах и так далее. То есть это самое страшное. Я хочу обратиться ко всем родителям, которые имеют на попечении несовершеннолетних детей. Ни в коем случае не оставляйте детей одних без присмотра. Но и вторая причина – это детская шалость с огнем. То есть дети уже в возрасте, который именно такой, где от 4 до 7, до 8 лет начинают интенсивно пользоваться те же самыми спичками. Не зря же говорится, спички детям не игрушка. Это нам со школьных времен, с детского садика пытаются внедрить и сказать, что нельзя пользоваться именно такими вещами. А родители, в свою очередь, должны провести инструктивные занятия и довести до своих детей основные требования пожарной безопасности. То есть это ни в коем случае нельзя пользоваться спичками, зажигалками и так далее. И в свою очередь, сами родители должны это убрать в отдаленные места, так скажем, на возвышенности, чтобы они были в недоступных местах для детей. Мы с вами проговорили про ситуацию на селе. Давайте проговорим в многоквартирных домах в городах. Что чаще всего здесь становится причиной пожара? И о чем обязательно должны знать телезрители? У нас в этом году, последние пожары показывают, что в многоквартирных домах происходят пожары именно в тех местах, где у нас живет, так скажем, неблагополучное население. Это у нас является неосторожное обращение с огнем, а в том числе при курении. Люди в состоянии алкогольного опьянения начинают у себя в квартире, не выходя из дома, курить в постели, и тем самым приводит к трагическим последствиям. То есть происходит пожар и, к сожалению, погибают сами. Рустам Фаридович, давайте вернемся к майским выходным длинным. С 1 по 10 мая россияне будут отдыхать. В садах рекомендации, какие нужно соблюдать. Туристов наплыв ожидается, опять-таки, на дикой природе. И дома. Еще раз, пожалуйста, потому что не лишним будет проговорить еще раз. Да, в первую очередь, конечно, для тех граждан, которые выезжают у нас в сады, в условиях, еще раз повторюсь, особо противопожарного режима сжигать мусор, сухую листву ни в коем случае нельзя. Это запрещено. Собираем мешки и вывозим в те места, где на свалке оборудованы санкционированные свалки, где они хранятся. Далее, у нас на территории действует с 15 апреля по 15 мая месячник пожарной безопасности, где также организовывается комплекс превентивных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров. С этим месячником мы направили во все органы местного самоуправления, все знают про этот месячник, и они должны реализовать это в полном объеме. Также, как вы отметили, многие граждане у нас пойдут в леса, туристические группы, эти туристические группы в обязательном случае должны быть зарегистрироваться. У нас в Главном управлении работает Центр управления кризисных ситуаций, то есть они должны обозначиться, в какое время они будут, маршрут их следования, чтобы с ними в любое время могли связаться наши сотрудники Главного управления. Непосредственно, когда они пойдут уже эти туристы гулять по природе, какие рекомендации там?
рекомендации будут такие о том, что ни в коем случае нельзя будет оставлять за собой мусор. Вот, мусор это особенно касается стеклотары. Когда вы оставляете, при преломлении солнечных лучей происходит, так скажем, тот эффект срабатывает, эффект лупы, когда трава начинает самовозгораться. И тем самым у нас происходят природные пожары. На сегодняшний день у нас уже зарегистрировано 19 лесных пожаров, то есть это уже случаи горения такие есть. И основным причиной возникновения является человеческий фактор. Ну и давайте напомню номер телефона. В случае ЧП нужно звонить 112. 112, да, все время, все совершенно верно. Спасибо большое, Рустам Флоридович, за то, что вы пришли к нам в студию телеканала БСТ и так подробно рассказали о безопасности и о том, как не допустить пожара. Спасибо вам большое. Спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала республики был государственный инспектор Республики Башкортостан по пожарной безопасности Рустам Исламов. И мы говорили о том, как безопасно провести ближайшие майские длинные выходные. Не переключайтесь, оставайтесь на БСТ.